Так. Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья, всех приветствую. Сегодня у нас 167-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодня 25 октября 2025 года. Время 19 часов 11 минут по центральноевропейскому времени, 20 часов 11 минут по городу Джахару. Сегодняшний наш стрим называется «Сокрушительные санкции США». Первая часть и вторая часть ПАСЕ и российские демократические силы. Всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Задавайте вопросы, пишите комментарии, и я их зачитаю. Постараемся ответить. Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality, на TikTok-канале Асан Арцую и на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Telegram. Вы также можете зайти на эту страницу, там поднять руку, и вам предоставят слово. Вы можете также принять участие в сегодняшней нашей беседе. И, как обычно, я сразу вам передаю слово. Аят Дигов. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня действительно очень интересные моменты, связаны с тем, что мы до сих пор наблюдаем за тем, как президент Трамп дает сейчас, как говорится, отходную для России, для Путина, и они сейчас не знают себя куда как бы деть. Туда Путин посылает своих гонцов с Витковым и с другими окружением Трампа. Они пытаются о чем-то договориться, сказать, что вот мы хотели бы иметь экономические отношения, что вы поторопились, не надо это делать. И, в общем, короче говоря, там вот из разных источников ясно, как бы уверены в том, что деньги у них будут, что у них поступает сумма это из самой Европы, из Индии, Китая, чтобы там какие-то санкции не делали. Теперь уже им даже санкции делают на унитазы, на какие-то еще какие-то инструменты туалета. Вот все это. И Путин там выступает, качается, на месте не садится, не сидит, там вот так раскачивается. Видно его там эмоциональное состояние видно. Но что из этого мы можем себе, как говорится, выжать и сказать? Да, наконец-то Трамп решил вот дать отпор всем этим играм, которые вот сегодня вот так проводит против Украины, прям не считаясь ни с кем, проводит Путин. И тем самым на всей там территории России свое население убаюкивает тем и говорит: вот смотрите, какой у нас Путин, какой он хороший, какой он сильный, с ним все считаются, и мы, значит, накажем этих европейцев, Запад, который хочет наших русских там гнобить, если они находятся в других странах, надо их защищать. Вот это основная вот мысль. И, конечно же, они же опираются на то, что вот нас со всех сторон окружают, со всех сторон атомные или военные базы делают, нас хотят всех разбить, расколоть, и чтобы наша кровь, мол, российская, лилась. Но на самом деле сейчас, после того, когда вот эта ситуация вот так вот развивается, в России, в этой ее руководящей структуре, там паника. Это об этом говорят сейчас все, и это видно, если мы будем даже смотреть на это. Мы же в этом случае радуемся, что наконец Трамп принял такое вот решение, санкции против его нефтяных, газов и других компаний, которые дает не только ход в том смысле, что все, что производится от этих продуктов, так, что даже те, которые оттуда потом параллельно уже будут передаваться, изготавливаться какие-то товары, и против этого тоже. То есть это может быть сильное такое, значит, наказание, скажем, Путина. И здесь Трамп вот говорит: ну посмотрим, что будет, посмотрим через полгода. Я думаю, что он придет и сядет, и будет снова с нами договариваться, и он пойдет на мировую. То есть Трамп все еще надеется на мировую.
Но мы с вами говорили, раньше говорили, что нет, Трамп, не Трамп в смысле, а Путин пойдет на мировую. Мы говорили, что вот Путин, он не может пойти на мировую, потому что это для него губительно. Это губительно для его карьеры, для его жизни, для его окружения, потому что он стольких людей поубивал уже, начиная с 91 года. 5 агрессий было против нашей республики, столько людей убил каждого, скажем, каждого четвертого человека убил в нашей республике. Столько крови пролито, столько ненависти к человеку. Просто вот такое вот отношение, и при том создавая вот такие вот условия, потом себя оправдывая, говорят, что он прав, лицемерно, вот такие вот вещи выставляем. Это не должно пройти, если мы человеки, как бы говорим, если мы человек, такое не должно пройти в мире. И мы надеемся, что все же в конечном итоге ситуация будет разрулена таким образом, что на этой территории нынешней Российской Федерации России будет переформатировано это государство. Я что имею в виду? Имею в виду, что пусть эта Россия даже не развалится, но сама система власти может быть преобразована, может быть там конфедерация каких-нибудь государств, конфедерация каких-то народов, в котором все люди будут иметь, скажем, свободу слова, свободу от политического преследования, то есть все те принципы, которые являются, значит, в демократических странах. Они могут объединиться, как вот Европейский Союз или еще где-то, какая-то другая форма может быть это. Но в то же время должны понимать, что как бы то ни было, против этого эти люди, которые сегодня находятся у власти, они будут цепляться за это и не будут никак отдавать. Они сейчас как бы их зажимают, они считают, в угол, а когда их совсем там подожмут, тогда они уже начнут искать выход из положения. Я считаю, вот, что сейчас вот такое положение идет. Как бы то ни было. Сейчас вот этот помощник Путина уехал туда, вот уже прилетел, говорят, и его какой-то родственник, ближний или дальний, и там вот проводят какие-то с Витковым помощником Трампа эти разговоры. А сам Трамп улетел там в Среднюю Азию, там какая-то конференция, где будут встречи, наверное, вот говорят, и с этим премьером Китая Си Цзиньпином. Но ситуация вот такая вот, и мы сейчас должны ожидать, что же будет, и сейчас, скажем, санкции в действии, и как они будут действовать. И здесь уже, значит, и европейские страны тоже к этому подключились. Я имею в виду в смысле того, что европейские страны не хотят оставлять Украину. Они понимают, что если мы оставим Украину, они говорят, то завтра они придут и к нам. Они это хорошо понимают теперь. И Франция, и Германия, и Дания. Ну, собственно говоря, все эти европейские страны, в принципе, вот это дело все понимают и разворачиваются в сторону того, чтобы на том берегу, то есть в Украине, биться за свою свободу. У нас есть такая пословица тоже, если хочешь, чтобы ты выиграл, бейся на том берегу, иначе на этот берег придут. И здесь европейцы это тоже очень хорошо понимают, и ситуация вот так вот складывается сегодня, скажем, в мире. Для чешского народа, для нашей республики это тоже очень важно, потому что мы создали свое государство при развале Советского Союза, и это государство сегодня оккупировано незаконно, и убито столько людей, и мы готовы, значит, восстановить свою легитимную власть на этой территории. Нашу страну признала Грузия, член Организации Объединенных Наций, нашу страну признала оккупированной страной Украина вот в 22 году, 17 октября. Так что этот процесс пошел. И в этом мы принимаем участие, я имею в виду легитимную власть нашего народа в лице президиума правительства, принимала непосредственно участие в этом вопросе, участвовала в вопросах признания, переговорах со всеми этими властными структурами и Украины. То есть мы надеемся, что там наши бьющиеся, наши добровольцы, которые находятся в Украине,
Они сегодня тоже понимают, что происходит, они понимают, какова ситуация, и здесь как бы ориентируются на то, что нужно защищать Украину. Наши добровольцы разные, там, разного батальоны, и они тоже вот сейчас действительно отдают свой долг перед Украиной, потому что когда на Чеченскую республику нападала Россия, украинцы приехали к нам и вместе с нами бились. И вот Сашка Билый, который был командиром этого батальона украинского, он был награжден нашим президентом в 1996 году органом Турпал, то есть это герой нации. Герой нации. Так что в этом плане ситуация развивается в правильном направлении, и мы уверены, что Россия должна выйти со всех оккупированных территорий и переформатироваться. Как это будет? Это вопрос следующий. Так что об этом мы будем говорить и дальше, и в других наших стримах. Аслан? Спасибо, Аят. Спасибо. Друзья, напоминаю вам, вот тут спрашивали в ТикТок, кто это говорит. Это сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аят Идигов. Это ближайший соратник Джохара Дудаева, человек, который стоял у истоков нашего государства, был соратником Джохара Дудаева. Также был председателем парламента Чеченской Республики Ичкерия и единственный легитимный представитель чеченского народа и власти, действующий за рубежом. Имеют документы, все основания для этого, направлен для работы за границей нашей властью во время войны еще в начале 2000-х годов это было. Это Аят Идигов. Также в наш президиум правительства входит Алла Дудаева, вдова Джохара Дудаева, президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. И в этот президиум правительства входят все три органа власти: законодательная, исполнительная и судебная власть. И органы местного самоуправления. И местного самоуправления, да, совершенно верно. Поэтому вот, если есть вопросы, пишите, задавайте. Я тут видел в начале вопрос, я просто, может, сейчас постараюсь найти. Я смотрю, здесь троллятина к нам, как обычно, зашла. Я пока их не блокирую. Всех я вас, друзья, приветствую. Так, если сейчас не найду этот вопрос, если он вообще был ли этот вопрос, или это просто комментарий был. Вот первое, пока я сейчас вопрос не нашел, по санкциям я хотел спросить. Все очень эти санкции хвалят, говорят, такие мощные санкции, там Роснефть и Лукойл, там все их дочки по всей Европе, немецкие власти, немецкие бизнесмены говорят, что для них это не очень хорошо, если немецкий филиал, по-моему, Роснефти или Лукойла, не помню точно какой из этой нефтяной компании, если они пострадают, что это для немцев будет не очень хорошо. Там, короче говоря, каждый пытается отстаивать свои экономические интересы, чтобы минимально пострадать в этой ситуации. Вот у меня такой вопрос. Если так много говорят про санкции, эти санкции уже сколько лет, уже 10-11 лет накладываются. Каждый раз вот все это санкции из ада, санкции из преисподней, санкции там из всего, чего только возможно. То почему только сейчас вот дошли вот до этих санкций? С чем это может быть связано, на ваш взгляд? Почему только сейчас? Это связано было с тем, что ведь делали санкции, те были не самые крепкие санкции, делали санкции, и в то же время в обход там потайно против этих санкций они работали. В то же время Европа, получая нефть, газ и другие виды продукции, о которых мы сейчас говорим, она одномоментно не может переобуться, как говорится, одномоментно получить эти продукты, нефть и газ, и поэтому они постепенно снижают вот этот процент
получения этой продукции от России. Но за это они должны платить. Но в то же время я слышал, что канцлер Германии об этом заявил и будет обращаться, или обращается уже к Трампу, чтобы он снизил эти санкции по тем, скажем, ну, организациям, фирмам, которые являются государственными, и заявил, что это чисто наше, мы никуда, это все, мы там иначе вот то будет то-то, то-то, для нас это, мол, экономически плохо. Я это слышал, но в целом это связано с тем, что Трамп все время говорит: давайте, я готов там что-то там делать, вы 5% подняли оборону и все такое, но в то же время вы должны прекратить покупать нефть и газ у России. Он же заявляет об этом. Это главное требование, отношение, которое он вот говорит европейским странам. Теперь это стало как-то вот очевидно, и, видимо, они будут переориентироваться в закупке этой нефти и газа не с Лукойла или с него, а из других. Это касаться будет не только этих стран европейских, но это будет касаться и Индии, и Китая, и других вот этих вот регионов мира, я так думаю. То есть это только начало процесса, вот что я говорю. И европейцы сами-то понимают, что ситуация такая сложная, потому что это взаимный обмен товарами, собственно, идет. А здесь вот то, что вот они получают эту продукцию эту, и они могут там из нее изготавливать те или иные дальше, вот скажем, составляющие, которые на этом они зарабатывают, и на этом у них есть и рабочие руки заняты, и все это как-то влияет, и поэтому вопрос, конечно, это непростой. И на это не случайно вот так вот резко пошел Трамп, президент Трамп. Но будем смотреть, может быть, в каких-то местах будет и послабление, давать время для того, чтобы эти страны, и европейские, и другие страны, как бы, значит, переобулись или переориентировались, и в других местах будут закупать эту продукцию. И в этом, наверное, будет еще помогать, наверное, и сам Трамп. Он будет, наверное, содействовать тому, я уверен в этом. Поэтому направление правильно в целом. Вот так я думаю, Аслан. Мгм. Да, спасибо, спасибо. И после того, как начали вводить санкции, Россия сперва нанесла удар по Херсону, по детскому садику. Слава Да. богу, удалось детей эвакуировать. Путин как раз погрозился, сказал, что такой ошеломляющий удар они получат обратно, там и туда-сюда. И сразу же нанесли удар по Херсону, потом бомбили очень сильно Харьков, прямо просто по городу, просто по черте города. Русский город, кстати говоря, Харьков, который они называли русский город, и там большая часть реально русскоговорящих людей жила. Потом сегодня снова ударили уже по Киеву. Это такой ответ Трампа, я говорю, Путина. Это как в чеченской пословице: испугался лошадь и побил седло. Такое есть выражение. Бьет по мирным. Почему он так делает, Ая? Для чего это делается? И по Львову тоже было. Бьет, потому что он бьет так, это же уже у него как бы в моду вошло или в привычку. Он думает, что таким образом он заставит, скажем, отказаться от тех вопросов, которые ему навязывают. То есть, чтобы отвели вот это все, что он крепкий, он будет дальше бить, дальше будет этот вопрос продвигать. То есть это связано с тем, что он вот показывает как бы силу. Говорит, все нормально, мы продолжаем, мы будем бить, мы готовим новое оружие. И в то же время здесь и, скажем, и северные страны, и вот это вот Норвегия, Дания, Франция тоже готовят сейчас передавать разного рода вооружения, самолеты и другое для Украины. Сейчас это кругом вот каждый день вот объявляет, говорят, сколько будет передано. Есть совместные предприятия, которые готовят. Сегодня Украина вышла на, скажем, на первую строчку в создании вот этих дронов.
То есть ситуация так развивается, что как бы то ни было, все же придется ему отступить. Мы это вот видим, а в то же время он не хочет это показать. Он вот чем больше жестче против него, он тем больше пытается напугать этот народ, пытается украинцев поставить на колени и сказать, чтобы они выступили, давайте сдадимся. Какой народ сдастся? Он думает, что вот эти все эти его условия выполнимы и что они будут, в общем, выполнены. Они не будут выполнены потому, что после вот этого, скажем, позволения ему вот на такой шаг пойти, остальные страны Европы и мира понимают, что после этого Путин еще больше укрепится и снова пойдет. Это они понимают. Он хочет нарушить международный порядок нагло, бессовестным образом, не считаясь международным правом, не считаясь уставом ООН современным, он пытается это сделать. Поэтому против этого и выступили вот эти демократические страны. А им помогают вот эти страны вот диктаторского режима в основном. Мы это видим. Вот в этом и причина вся. Угу. Здесь вот Чарли задает вопрос, новые санкции против России. Может быть, что игра мировых бирж. Трамп ведь бизнесмен. Ну, это покажет, как это отразится на бирже, вот эта ситуация покажет. Конечно, сейчас там разные на биржах, везде там поднялись или опустились цены на те или другие, значит, товары. Это, конечно, может, это обязательно так и скажется, но все равно, как бы то ни было, есть то, что более ценно, чем вот это взлет и падение, скажем, продажи на биржах. Вот о чем речь идет. Они смотрят сегодня, как говорят болгары, дальше носа и видят, что нельзя больше допускать. Ведь мы видим, все эти страны вместе говорят, что дальше нельзя позволять Путину действовать в этом направлении, его нужно остановить. Он ни на какие уговоры не идет. Они это понимают. Мы это давно поняли, украинцы это тоже понимают давно, и другие народы это понимают, которые постоянно соприкасались, скажем, с этой московской властью. А теперь мы видим, что, что бы там ни говорил, как бы то ни было, что они творят, мы видим. Мы же видим, что и куда все это движется, и почему так вот это все направлено. Вот такая ситуация, Аслан. Угу. Спасибо. И я бы хотел вот поднять вопрос нашей следующей темы, пока вопросов нет. Если буду и вопросы читать. По поводу резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от 1 октября 2025 года, где российские под номером 2621 российские демократические силы. Здесь указывается, принятая 1 октября 2025 года на сессии ПАСЕ в Страсбурге. Этот документ направлен на институциализацию контактов между Советом Европы и оппозиционными силами из России, находящимися в эмиграции. Резолюция подчеркивает поддержку демократических изменений в России, мира, в Украине и ответственность за международные преступления, совершенные Российской Федерацией. Она была принята единогласно, 80 голосов за, 4 воздержавшихся. И как вы думаете, кто из этих воздержавшихся? Не буду томить. Ну, я как думаю? Я думаю, что воздержались те, которые не согласны с этой резолюцией. И почему они здесь согласны, наверное, они свое мнение высказали или выскажут, так я думаю. Но, насколько известно, это, видимо, сама Украина, Турция, Великобритания и другая страна, сейчас не помню, какая. Да, Испания. Да? Да, совершенно верно, да. Как-то, да, странно может показаться на первый взгляд, что поддержку демократических изменений в Украине. Сейчас, одну секунду, меня постоянно здесь
постоянно меня здесь жалобами заваливают, вот этот ТикТок, и приходится апелляцию подавать, чтобы не отключили стрим. Постоянно жалуются, причем мы ничего не говорим, и причем апелляция удовлетворяется каждый раз, уже третий раз они мне уже подают ее во время эфира. Не сегодня, а прошлый эфир. И самое интересное, что, например, Украина, Турция, Великобритания, Испания воздержались, когда голосовали за вот эту российскую демократическую оппозицию, которая, по факту, особенно Украина очень странно в этом контексте выглядит, когда оппозиционные силы России в поддержку мира Украине там даже упоминается. И все равно Украина воздержалась. А там Ходорковские, всякие эти Карамурзы, вся ГБшная вот это, извиняюсь, там сволота. Вот эти люди фактически вот являются теми, кому сейчас пытаются предоставить слово, и, скорее всего, предоставят слово в европейском вот этом в ПАСЕ, парламентской ассамблее Совета Европы. И в связи с этим, Аят, возникла такая вот ситуация. Как известно, в Украине находятся некоторые самозванцы, которые незаконно представляются властью Чеченской Республики Ичкерия, дурят голову молодежи, дурят голову, вероятно, нашим бойцам, которые там находятся. И они выпустили вот такое вот обращение, я бы хотел бы вот так вкратце сказать, это коллективное обращение чеченских национальных сил к парламентской ассамблее Совета Европы. И на своем вот этом пророссийском канале Freedom Кавказ они опубликовали вот этот документ. Пророссийском имеется в виду канале Закаева, а не вот этих бойцов. Бойцы, я думаю, в неведении находятся. И представляются здесь вооруженные силы ЧРИ, батальон имени Джохара Дудаева, батальон имени шейха Мансура. И они здесь поддерживают то, что указано в этой резолюции. В резолюции указано, например, то, что демократическое уважение к независимости Чеченской Республики. Сейчас. Политических сил. Создание режима. Так, декларация государственного суверенитета. Ну, это здесь, в принципе, написано все очень правильно и очень все верно написано. Именно так, как вы обычно это говорите, всегда, ну, как и есть с юридической точки зрения, здесь, в принципе, написано все очень, очень хорошо написано. Есть единственный нюанс о том, что вооруженные силы ЧРИ, кто такие, я хочу у вас спросить, как у законной власти Чеченской Республики Ичкерия, и батальон имени Джохара Дудаева, я знаю, что батальон имени Джохара Дудаева, это который возглавлял Исам Унаев, с которым вы коммуницировали, с которым мы дружили, общались, и который погиб, наш генерал, который погиб в Украине. И вот они в контексте, что неприятно, что режет слух, так сказать, то, что в контексте вот этой вот этих сил, российских демократических сил, в контексте этого они упоминают, но говорят они очень правильные здесь вещи, они пишут, они у себя здесь на странице X опубликовали, и вот на вот этом пророссийском канале Кавказ Freedom они опубликовали. И что важно, это очень правильный текст, но он не имеет никакой юридической силы, потому что он написан не политиками, а военными, добровольцами, которые у нас там находятся. Нету подписей, странно, что нет подписей, например, Закаева, с которым они коммуницируют, вот эти люди. И что тоже вызывает недоумение, это только вот опубликовано вот на их страницах. Нету, ни в Страсбург не отправлено, в ПАСЕ не отправлен этот документ.
ну и он как бы юридической силы не имеет. Да, звучит красиво, все отлично, все правильно написано. Ну вот в этом смысле такое впечатление мне складывается, зная, кто такой Ахмед Закаев, чем они там занимаются, складывается впечатление, что ну просто хотят вот этих парней, вот этих людей, которые там находятся, их ну, ввести в заблуждение, наверное, ну и общественность, нас, тех, кто смотрит и смотрит. Вот, Аят, у меня к вам вопрос. Что за вооруженные силы? Какой-то Абдул-Халим, Абдул-Хаким представляется, человек по имени Абдул-Хаким, представляется от вооруженных сил ЧРИ. Уполномачивали ли вы, и я могу потом юридически рассказать, если это не так, кем они являются с юридической точки зрения. А вам пока вот мой вопрос. У меня следующий вопрос. Эти, скажем, батальоны, которые, они вписаны вот в эту кампанию, которую вот, возможно, скажем, как после приняли какое-то решение, в котором сказано, что резолюция принята только для тех, кого парламент Ассамблеи Совета считает представителями России. Там так сказано. И причем Так, политические значит, силы, о военных там речи не идет. Мы можем вот рассматривать вот это предложение, и когда вот они говорят, представители, которые ПАСЕ считает представителем России. То есть это те люди, которые, значит, вот, которых ты назвал, вот Ходорковский, Карамурза и другие, которые между собой спорят, потом там и в Украине есть некие дети, которые собрали свой этот парламент и говорят, что этот парламент мы возобновили работать, и хотя он был там 10 лет назад, они его возобновили, сказали, что это законный парламент. То есть он незаконный, потому что он и тогда был незаконный, мы знаем, да? Но они ведут какую-то работу, и было бы хорошо, если бы они эту работу действительно вели бы очень чисто и очень обоснованно, так? И если бы они разбирались в том, что происходит в мире, скажем, и разбирались в том, что по большому счету является принципиальным. Вопрос принципиальный о том, что наша республика, Чеченская республика, незаконно оккупирована, и она создана по праву, в этом плане у них вот есть какое-то недопонимание. И они себя ведут достаточно странно, когда они начинают позиционировать и вести признание тех людей, которые не имеют никакого отношения к нашей государственности, которые сегодня от имени нашего государства выступают здесь на Западе, везде и продвигают там, якобы они являются нашей властью. На самом деле таким не являюсь. Поэтому эти люди, у которых я назвал, вот эти оппозиционеры, которые есть на Западе, которых сейчас они будут воспринимать, каковыми они являются, они четко и ясно должны понимать, вот как Украина, как Грузия, которые признали, что наше государство создано и что оно оккупировано незаконно. А эти себя ведут как-то странно. И притом они, допустим, того, что они сейчас говорят, они не спрашивают даже, кто вы, откуда вы, кто вам эти полномочия дал. И вот они работают, и они не понимают, или понимая это, действуют. Надо проверить это дело. Теперь вот ты говоришь о этих командах, которые там выступают и говорят, что они там армия или батальона Чеченской республики Ичкерия, и что они работают. Ну, мы знаем, что от нашей, и притом они говорят, что они являются представителями нашего легитимного государства. Так? Теперь вопрос встает так. Ведь очень много стран в мире, которые бы и вот на Западе, и та же Америка, и Трамп, они все говорили, что мы вот пошлем туда своих людей, они будут там находиться, но они не посылают туда людей, пока этот вопрос не решится. А откуда вот это отряды взялись в Чеченской республике Ичкерия, армия какая-то, армия. Но если это Чеченская республика Ичкерия, кто-то их должен, допустим, назначить, должны быть какие-то договора между Украиной и нашей страной. Кто это вот заложил в основу? Видимо, эти парни, эти наши люди молодые,
или те, которые там воюют, они до конца в этом политическом ракурсе не действовали, и поэтому не понимают, что так нельзя делать, по крайней мере, так нельзя делать. То, что они заявляют и говорят, что мы поддерживаем то, все это понятно, потому что они надеются, видимо, перейти на принципы действительно соблюдения современного международного права. Они хотят, поняли, что эта ситуация будет наиболее верной, но им еще надо перейти на то, чтобы понять, кто может и кто может создать, скажем, отношения с любой страной в мире, какая власть, какие люди, которые остались от Чеченской Республики Ичкерия с полномочий от нашего государственного народа. И это является президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Они не какие там самозванцы или какие-то там батальоны, не батальоны, а какие-то там эти блогеры, которые это постоянно проповедуют. Поэтому в этом вопросе я пожелал бы им, чтобы они поняли, и поняли бы еще то, что вот чеченцы, они там сказали, как я понимаю, это, что мы чеченцы, не признающие оккупацию Чеченской Республики России, так? И если они вот будут входить в эту команду, которая вот как-то пропагандируется, да, что они вместе с ними или вместе, то получается, а почему тогда Украина, Грузия, Молдова тоже также не участвуют в этом процессе? Да, да. Чеченская республика тоже не должна участвовать. Тогда вот эти батальоны, они не могут говорить от имени Чеченской республики Ичкерия, они должны говорить как наши добровольцы. Вот здесь вот этот момент они должны понимать. Аслан? Мгм. Я так думаю. Да, спасибо, Аят. Хотел бы юридическую сторону этого вопроса, Аят, если можно, осветить по поводу вот вооруженные силы там, Ичкерии там, и так далее, или представляться от имени чеченского государства, если вот то, что вы сейчас сказали, Да, немножко в этом смысле, если называться они без разрешения государства, государственных органов не имеют права, и нет у них такого права. Если они не входят в состав вооруженных сил, формально организованных и уполномоченных легитимными органами власти. да, да. Вооруженные силы, юридический институт государства, законное право использовать это наименование и действовать от имени государства принадлежит только органу, который по внутреннему и международному праву создает и распоряжается такими силами. Я Когда они понимаю, действительно, Аслан. Да, говори. Давай. когда они действительно входят в состав вооруженных сил другого государства, например, поступили на службу в армию Украины, они становятся членами вооруженных сил этого государства с точки зрения международного гуманитарного права, рассматриваются как законные комбатанты той стороны при выполнении общих условий законности ведения войны. В этом случае они не именуются вооруженными силами Ичкерии. Права и иммунитет связаны с государственной принадлежностью к принимающему государству. Если они действуют самостоятельно, не состояв в составе, в статусе формальной воинской структуры какого-либо государства, то их правовой статус сомнителен. Могут классифицироваться как незаконные комбатанты, участники насилия, а при определенных обстоятельствах как меркантильные бойцы, мерсенеры их называют, наемники, то есть, грубо говоря, за деньги кто принимает участие. По соответствии с международным гуманитарным правом статус вот этих наемников требует соблюдения строгого кумулятивного теста. На практике большинство добровольцев не подпадает под это определение. Поэтому я бы хотел бы обратиться вот, людям, которые там находятся и не входят в украинские вооруженные формирования, не входят, не подчиняются легитимной власти там, Чеченской Республики Ичкерия, президиуму правительства, например, если они коммуницируют с Закаевым, который является вот, проводником кремлевской линии, который неоднократно мы публиковал, я у себя, вы об этом много говорите, публиковал документы о том, что Чечения, Ичкерия – это часть Российской Федерации,
То есть Закаев выступает со стороны российского, как гражданин Российской Федерации, как человек, отстаивающий интересы Российской Федерации. То в таком случае они как россияне, получаются и изменники Родины фактически. У них как идут они изменники еще Российской Федерации, получается. В случае, если они попадут в плен, эти бойцы, эти командиры этих подразделений, вот, которые здесь есть указаны, вооруженные силы ЧРИ, батальон имени Шейх Мансура, там, они должны знать, в каком положении они находятся, и их подчиненные, вот эти молодые парни, которые, не понимая, ну, там, находятся в этом состоянии, вот, в этих подразделениях. То в случае пленения, по ранению плен будет, еще как-то можно, там всякое бывает. Если вот это происходит, то в таком случае ни Украина заступиться не сможет, не требовать ни обмена, ничего. Это граждане России, либо это не комбатанты, а наемники. Вообще, если они, например, могут с Европы приехать и там не иметь документы, например, гражданство Российской Федерации, например, приедет из Германии какой-нибудь молодой человек, вступит в какой-нибудь батальон, воюет, не входит ни в украинскую вот эту армию, вооруженные силы Украины, и не входит в официальную законную власть Чеченской Республики Чечня, то в таком случае он может быть рассмотрен как наемник, и в случае, если он попадет в плен, Россия просто скажет, мы просто, ну, вообще никаких конвенций на этого человека не распространяются. Поэтому командиры, которые берут на себя ответственность, этих людей берут к себе, они должны знать, насколько опасно они подвергают опасности вот этих своих подчиненных, которые входят в их подразделение. Вот этот момент я хотел бы уточнить. Я еще потом по-чеченски, наверное, надо будет сделать отдельное видео на эту тему. Сейчас не буду. Надо будет делать отдельное такое разъяснение на отдельном стриме, наверное, по-чеченски. Да, но что ты говоришь вот в этом плане, то, что здесь они приехали как добровольцы и бьются за Украину и одновременно за свою родину. Это понятно, так? Поддерживая их. И это очень правильно такой у них, как говорится, мысль и настроение. Правильно. Да. Но в то же время с юридической стороны, с международного права, в этом плане им нужна защита. И об этом должны подумать и те украинцы или украинская власть, как быть в этой ситуации. Об этом надо отдельно поговорить. А эти люди приезжают наши туда, создают батальоны, отряды, называют их как-то. И там вот ведут вот это сопротивление против российской армии, которая и на нас напала. Так? То есть тогда мы не смотрели это, потому что любой, скажем, чеченец, который попадет в плен, не дай бог, как говорится, да, они будут рассматривать его, они не будут его на обмен давать совершенно. А вот кадыровцы, которые воюют на той стороне, они на обмен будут брать и обменивать. Это понятно. Поэтому в этом плане этим ребятам обязательно нужна защита. Надо следить с правовой стороны, чтобы это было. Если она в этом плане, когда здесь вот такое происходит, то здесь нужно вот задуматься над этим, и те, которые себя называют там, что они являются от имени Чеченской Республики, это формальное такое название, формально никакой не имеет юридической основы, но они пока что не разобрались, что это есть, с чем его едят и кто его будет, как говорится, признавать. И с этим надо разобраться. Это важный момент, я согласен с тобой, Аслан. И это, думаю, что здесь не очень-то и сложно разобраться, но, по крайней мере, их поддержка вот того, что вот они хотят такую платформу создать для россиян и для того, чтобы там это обсуждать. Это направлено, скорее всего, для того, чтобы по Путину ударить, чтобы вот этот и Ходорковский, и другие, и третьи там, которые между собой спорят, и в то же время, как я сказал, являются противниками деоккупации нашей страны. Они же заявляли об этом не раз, так? Потом они, значит, переформатируют. Нет, мы так, им верить нельзя. Вот о чем я хочу сказать. Они говорят так.
Если они в этом плане, то почему они не разбираются, они просто не разбираются с тем, с кем они имеют дело. Вот в чем вопрос. С кем они имеют дело, когда они вот говорят, вот мы там вот чеченцы, мы это власть чеченская, они говорят. Когда встречают того или иного там, или, допустим, вот это лондонских вот этих деятелей. Они никакого отношения к нашей государству не имеют. Это обоснованно, разложено, это видно по всем документам, которые они принимали, и которые можно полностью, вот везде известно, она в печати везде есть. Это они сами принимали, так? Они на это не обращая внимания, просто эти наши ребята потом могут оказаться в таком непонятном состоянии, когда они просто будут, когда попадут в плен, в очень тяжелом положении. Это да, вот это надо нам думать об этом. Вот и все. И они должны думать, вот эта оппозиция, так называемая, которая на Западе, вот такую вот проводит работу, вроде бы против, скажем, этого Путина и его окружения, так? Но мне кажется, что они придут туда и на место его хотят сесть. И ничего они не Конечно. делают. Только Да. у них эта задача, потому что они не признают реальную ситуацию, не признают, что наше государство было создано по праву, и первая страна, на которую напали, они была наше государство. Они на это вообще не обращают внимания, считают нас террористами, бандитами, ярлыки, которые они на нас навесили. А на самом деле это же не так. Никакие мы не террористы были, ни бандиты, ни сепаратисты. Это все ложь, это все разложено, это все есть у нас, хотя наши некоторые деятели здесь на Западе, везде, вот это все здесь пропагандировали и размножали по всему миру, как могли. Но на самом деле мы же вот это изложили, все это есть обоснование. Они должны в этом разбираться, вот что я хочу сказать. Вот это так называемая оппозиция, и четко свои эти позиции, свою линию выстраивают. А она не выстраивается уже потому, что они не делают то, что сейчас я выше сказал. Поэтому в этом плане я понимаю, что есть какие-то там сложности, но в то же время Запад пытается через них вот выявить, кто есть кто. Они выявят, они, наверное, уже и знают все. Я так думаю, что на Западе знают всякие, кто есть кто, и кого из них можно, вот, допустим, здесь вот поддержать. Они эту работу хотят провести там. А если, допустим, наши чеченцы туда входят, в эту группу, то тем самым они что делают? Допустим, если они входят в эту группу, то тем самым они что делают? Они, собственно говоря, если они признают, это получается, если они входят туда, где эти батальоны, другие, если они входят в эту группу, вот эту российскую, то получается, они признают оккупацию нашей страны и что мы являемся частью России. Хотя на самом Россияне деле они борются против этой против. России. Здесь Да, вот да. такая ситуация, понимаешь? Совершенно верно. Поэтому здесь надо думать о политические такие, скажем, хитрости, на которые надо обращать внимание. Аслан? Да, абсолютно верно, Аят. И вот эти люди, которые сражаются, гибнут каждый день. Вот недавно еще один парень погиб там, наш чеченец, в Украине. Да-да. Вот когда ты смотришь, понимаешь, что реально ребята на самом деле искренне борются, дерутся, погибают, там, получают ранения. Да-да-да-да. И когда вот в эту игру их, как человек, который разбирается в том, что с ними пытаются сделать, тогда закладывается такое мнение, что вот этот текст, который написан, ну вот, можно сказать, без придирок полностью, хорошо написан текст, то хочется, но юридически он не имеет силы. Он написан для общественности, для нас. Я такие посты там каждый день пишу разные. Ну, а вот чтобы он отправился в ПАСЕ и нам предоставили там отдельную для ичкерийцев площадку, это, конечно, было бы очень хорошо. Но если под видом вот этого текста Закаев зайдет туда, и сейчас он недавно Ходорковского начал ругать, там что-то про него, ну, фразу обронил какую-то, и сразу у меня мысль возникла, что
Не случайно он его сейчас там Мудаковский, что ли, как-то он его назвал, Ходорковский, Мудаковский, там что-то такое сказал. И никогда он за ним такого не водилось. Курочкины кормились у Ходорковского. Ходорковский очень подкармливает вот эту всю вот эту так называемую демократическую российскую либеральную оппозицию. И где деньги, там Закаев всегда рядом где-то бывает. И я понимаю, что они пытаются сейчас, Закаев пытается войти вот в эту всю группу и уже в ПАСЕ от имени чеченцев и от имени вот этих чеченских бойцов, которые в Украине реально гибнут, реально сражаются. И вот этот обман, он может очень дорого стоить им. Они потом поймут. Ну, дай бог, чтобы потом поздно не было. Чтобы потом поздно не было, когда уже поймут. И Ну, что потом это уже как бы поезд ушел будет. Да. Поэтому... Да, да. Ну, здесь сейчас стал, Аслан, вот, извини, стал вопрос такой. Сейчас конкретно стал тот момент, что определить, кто есть кто. Вот всем нашим и не нашим, которые здесь. Давайте определим, кто есть кто. И это хочет определить и в ПАСЕ хотят. В ПАСЕ, которые они принимают документы в этом смысле юридически, не юридически, они так называют юридические силы, потому что это организация, которая создана, а то, что их заявление юридически не может никакой силы иметь, потому что здесь, видимо, потому что они его туда не направили, а просто опубликовали в прессе у себя. Это другой вопрос совершенно, да, ты прав. А сейчас надо вот думать о том, как нам надо дальше быть, кто есть кто. Я имею в виду вот среди тех, которые из себя изображают на Западе разного рода деятелями и представителями от власти Чеченской Республики Ичкерия. Этот вопрос сейчас стал острым. Вот надо определиться, хотя мы полностью говорим об этом вот так и вот так, а эти люди все время скрываются, все время молчат. Когда им говорят, им дают какой-то повод, чтобы они ушли. Почему им дают уходить от этого вопроса, почему их в этом плане воспринимают, почему их используют. Вот вопрос, как стоит. И будет ли это во вред или в пользу, вот этот вопрос тоже надо поставить. Потому что если, скажем, люди, которые сидят на Западе, либералы, которые на Западе, демократы, которые хотят сделать лучшую Россию и все такое. На самом деле мы же видим, что это те же самые имперцы, ну, по большому счету, я не скажу за всех, да, но, по крайней мере, которые лидерство там от себя выставляют, эти люди прежде всегда из себя вот так выставляли, значит, имперцами. Служили этой империи, начиная с 91 года, и сейчас из себя какой-то легитимную власть изображают на Западе, здесь ведут такую работу. Им вторят вот эти люди, которых я говорю из нашего числа, не только из нашего, здесь, наверное, люди и из других вот представителей народов, скажем, которые есть сегодня в России. Надо в этом вопросе определиться, не давать себя обманывать. Вот в чем вопрос этим вот лидерам или людям, которые здесь представляют, скажем, отдельные, значит, территории республики, которые сегодня есть в составе России. Вот это тоже надо, об этом тоже надо думать. Так что здесь вот такие вопросы, Аслан. Спасибо, Ая. Друзья, задавайте вопросы. Я сейчас эту троллятину отключил, потому что она все забивает. Здесь ничего просто не видно. Задавайте и в ТикТок вопросы, если есть, друзья. Желательно по теме, конечно же. Или в YouTube задавайте. Также вы можете на официальной странице Президиума правительства в Telegram зайти, там поднять руку, вам предоставят слово, вы можете принять участие, непосредственно задать вопрос Аяду и пообщаться. Дим, приветствую. Ну, что тогда? Нет вопросов, да, Аслан? Да, наше же время на исходе, как бы, да? Вопросов нет, что ли? Да, вопроса пока я не вижу, но хотелось бы вот по поводу вот этих так называемых русских либералов, демократов, которым хотят предоставить еще
немножко сказать пару слов, если можно, по Давай, поводу, ну, хотел вам задать вопрос, что вы давай, сказали давай, по поводу вот этих деятелей. давай, давай. Как вы считаете, Аят, вот эти, как вы верно сказали, что как только из тюрьмы вышел, Ходорковский сразу сказал, что он лично с оружием в руках пойдет воевать против, это его земля, почему-то он где-то там в Москве, Подмосковье родился, почему-то эта земля его стала, наша земля. Хотя он на первой войне через банк Минотеп очень большие деньги зарабатывал, он уже, видимо, привык, уже почувствовал родную нашу землю и сейчас пытается отсудить деньги у Путина, там 50 миллиардов, по-моему, там они там пытаются отсудить. И вот потом, когда в Украине вот эта война началась, он никак не мог заставить себя сказать «в Украине». Мы знаем, что на Украине это значит, это нет государства, это такое прилагательное к России, Да-да-да. Украина получается. И, ну, человек откровенный имперец, и он своим имперским вот этим сородичам, соплеменникам дает знать, что вот я такой же имперец, как и вы. Как вы считаете, если вот эти имперцы, эти фашисты придут на место Путина, что ждет Кавказ, что ждет Украину, что ждет вообще? Он будет лучше Путина? Вот эти имперцы будут лучше Путина или нет? В каком смысле лучше? Ну, Лучше меньше для будет империи, убивать, лучше для вести. империи или лучше для народов? Для простых людей, для Для нас, империи. ну, для нас мы видим даже, что здесь на Западе они себя ведут очень враждебно в отношении нашего государства, законности, легитимности, правовой основы. Они против. Это мы видим сейчас, так же? Они поддерживают тех людей, которые таковым не являются и занимаются этим вопросом, тем самым показывают, кто они есть. Вот в чем вопрос. Поэтому как они могут быть лучше? Для нас они лучше не будут. Они будут лучше для сохранения империи, если не станет, скажем, Путина. Я так думаю. И теперь вот вопрос в том, что еще же в России есть тоже люди, есть какие-то движения, есть какие-то партии, которые есть и на Западе, некоторые представители их здесь. Но, правда, они очень, ну, скажем так, вот не очень там их голос звучит, но в то же время мы видим, что они есть, и там в России их немало тоже, которые имеют свои разные, значит, цели и говорят о том, что нужно решать вопрос с точки зрения права всех народов и не делать эту империю как фашистскую, как ты говоришь, не делать ее такой, которая, значит, человека ненавидит, межнациональная, расовая, там национально-религиозное противоречие, все там вот это смешалось, мы же видим это все, что они делают, так? Чтобы этого не было, они понимают, это люди, которые понимают, что так нужно. Не надо изобличать из себя лучшие нации, лучшие там страной и государством в этом плане. Лучшая нация там, где можно, свобода есть у человека, у любой нации, свободно они могут равноправно решать те или иные проблемы жития, бытия и, значит, развития. А этого в России не было. Все было, значит, милитаристское, все, значит, готовились всегда к войне. И сейчас эти тоже вот готовились, эти 25-30 лет готовились. И вот сейчас начали войну. Они против нас, эта экспансия началась. Они начали против нас, потому что думали, что с нами быстро расправятся. А так им пришлось лет 10-15 с нами, так вот, 5 агрессий, сколько людей погибло, столько страданий до сих пор. Мы против этого, вот что. И потом развалили они этот Советский Союз, они развалили его даже не по своим правилам. То есть были законы СССР, как это должно быть. Они даже это пренебрегли, развалили его грубейшим образом и не дали выйти из этого состава, взяли процесс развала свой, как под свой колпак и сотворили вот эту новую Россию тоже незаконным способом. Поэтому создание этой России говорит об этом, это что-то такое фантастическое в этом плане. Мгм. Аслан? А кто эти русские, Аят? Вы можете назвать кого-нибудь? Вот,
нормальных, адекватных неимперцев. Но Ну, или партий. назвать их нет, потому что я-то знаю их, я с ними общался раньше много. Их называть — это значит выдать их, понимаешь? Да-да. Ну, а Выдать. я имею в виду партия, вот мы тогда в прошлый Да, раз да, там есть движения некоторые, есть люди, там какие-то партии есть, которые многие из них там и на Западе, и там находятся, но они есть, есть, это точно. Поэтому, видимо, там уже процесс, те, которые сегодня здесь хотят вот так вот прийти туда, как Ленин на паровозе или на вагоне, спрятаться и создать там революцию, не получится. Там люди понимают, сейчас не те времена, как в те прошлые века. Сейчас здесь сидишь с любой точки земли, общаешься, видишь друг друга, звонишь, говоришь. А тогда что написали там на газетенке? О, искра возгорится, пламя, все крутили, вертели, всех обманывали, что хотели делали. И те же империи были. Здесь сейчас гораздо это сложнее этим, скажем, имперским силам вот это все творить. Потому что обратно люди очень грамотны в этих делах все. И я надеюсь, что все же будут такие преобразования, которые дадут нам возможность в целом потом решать в правильном направлении эти задачи. Мгм. Хорошо, Аян, мы уже больше часа. Да, да, Предлагаю да. закончить наш сегодняшний стрим. Давай тогда Спасибо вам большое, закончим. Аян. Было интересно. Всем спасибо, кто нас слушал. Задавайте вопросы, будем отвечать, будем рады. Давайте свои мнения говорить. Аслан, спасибо. Да, пишите, друзья, мне можете в личку писать, если не хотите прямо Да. писать комментарий под видео, или пишите под видео свои вопросы в следующем стриме. Он будет у нас во вторник на чеченском и на русском языках он будет. Я его обязательно зачитаю. Всего самого хорошего. Адикёр Машуаль. Дейрейс Вилаят. Hadi ki görüşürüz. Maşallah. Değildir. Всем хорошего дня, вечера.